Произошло загорание леса. В результате ветреной погоды горение распространилось по зоне насаждения лесничества. И далее возможно распространение огня на жилые строения сельского поселения. Лесной массив на окраине села Галашки объят пламенем. Клубы дыма поднимаются высоко вверх, и есть опасность того, что огонь перекинется на окрестные дома. Не допустить распространения огня, локализовать очаг возгорания и потушить – задача, которая стоит перед спасателями. Пожар, конечно, постановочный, а вот техника, привлеченная на его тушение, самая настоящая. Воду берут из реки Аса. На все пожарным отводится 20 минут, и за это время весь спектр мероприятий должен быть завершен. Ежегодно, два раза в год, пожароопасный сезон, проводятся вот такие учения по отработке навыков по тушению лесных пожаров. Иначе еще называют природными пожарами. Какое, в принципе, учения были задуманы как раз для комитета, для отработки действий комитета лесного хозяйства. А МЧС, работники МЧС, они, в принципе, как вспомогательные. Несколько пожарных машин, медицина катастроф, квадроциклы для более мобильного перемещения и вся необходимая техника. На окраине Галашки сегодня многолюдно. Спасать жизни людей и предотвращать возникновение и распространение пожаров. Задача, которая стоит перед сотрудниками МЧС и комитета лесного хозяйства. За ходом проведения командно-штабных учений наблюдал и глава республики. Сегодня второй этап делаем уже по тушению лесного пожара. Здесь РТП, то есть руководитель тушения пожара, это от комитета лесного хозяйства. То есть при пожаре лесном отвечает за тушение. Огонь потушен, жители эвакуированы, жертв нет, докладывают пожарные, а итоги подведены уже на заседании в пожарной части номер 11. Одним из главных задач, что у нас, не в том, чтобы тушить пожары, а не допустить пожары. Не в том, чтобы ликвидировать паводковые ситуации, а не допустить. У нас с вами отработаны в одном и в другом направлении планы. Мы провели довольно серьезную работу по противопаводковым действиям. И прошу это всех учитывать и очень серьезно на эти направления влиять. И постоянно на тех или иных направлениях опасных противопаводковых вещах проводить уже свои мероприятия силами там уже населения, сельских поселений, там, коллективов, там, молодежи и так далее. Ну и по пожарам то же самое. Одна из самых главных задач здесь – это работа с населением. Сначала теория, а потом уже и практика. С поставленной задачей пожарные справились на отлично. Оперативными действиями своих подчиненных здесь в целом остались довольны. От главного управления всего привлекалось 64 человека, 17 единиц техники, включая техники, которая легковая техника. И основная задача наша – это прикрытие населенного пункта, для того, чтобы лесной пожар не перекинулся в населенный пункт. С этой задачей мы не вполне справились. Есть, естественно, сейчас скажу, недостатки, которые мы будем. Ну, для этого и проводятся командно-штабные учения. Мы учимся. Научимся, никуда не денемся. Бывают отдельные недостатки в действиях, конечно, но на то это и учение для того, чтобы готовиться к реальным действиям. Значит, как раз вот мастерство оттачивается в ходе вот этих учений. Поэтому в целом я удовлетворен ходом наших учений. Пользу подобных учений переоценить невозможно. Действия по спасению жизней других должны быть доведены до автоматизма. МЧСники хорошо понимают, при реальной угрозе каждая секунда дорога, и поэтому некомпетентность одного члена большой команды может поставить под угрозу всю спасательную операцию. По тушению я считаю, что силы и средств действовали слаженно. Вот, то есть сам замысел был продуман, все спланировано. И самое главное, что люди, те, которые участвовали в учениях, они сами понимали процесс. Что они делают, на каких участках они работают. Ну и, соответственно, какие-то навыки для себя тоже заработали. Итоги будут подведены после завершения учений, а пока сами борцы с огнем, пусть на сегодня и постановочным, имеют полное право поставить себе высшую оценку. Тамерлан Хамхоев, Рахман Суров, Новости 24.